Всем огромный привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня посмотрим важные события для вас, дорогие весы. С 4 по 10 октября 2021 года мы посмотрим основное событие недели, сферу работы, финансовых отношений и подсказку. Напоминаю, это общий прогноз, поэтому события могут не совсем резонировать с вашей ситуацией. Если резонирует, ставьте лайки, буду ждать обратную связь в комментариях. И прошу в любом случае не воспринимать все буквально, потому что это все-таки общий прогноз. Рассматривать будем на оракулах. Какие это оракулы, я оставлю информацию в инфобоксе. Ну что, дорогие весы, давайте-ка будем смотреть основные события недели для вас. Работу, финансы, отношения с 4 по 10 октября 2021 года. Основное событие недели, работа, финансы, отношения, подсказка, и посмотрим на дополнительной колоде, также будет нам как дополнительная информация для вас. Основное событие недели, работа, финансы, отношения. Так, основное событие недели. Какие-то разговоры, переговоры, какие-то выяснения отношений. Вполне возможно, не совсем приятного характера, какие-то сплетни, что-то вас удручает на этой неделе, чем-то вы недовольны, зачем-то вы соскучились, чем-то вы разочарованы, может быть, зачем-то тоскуете, может быть, хотели бы поговорить, может быть, навести какие-то мосты, какие-то справки, может быть, грустите или за что-то очень переживаете. Так, работа. Так, работа. Есть какие-то неприятности на работе. Вполне возможно, вы работаете на дому, как вариант. Вполне возможно, есть какие-то на работе не совсем приятные моменты, какие-то нервные состояния, вот нервозность какая-то присутствует на работе. Вы почему-то нервничаете, какие-то стрессовые ситуации, переживания. Вполне возможно, могут быть какие-то на работе, и притом это на постоянной основе. Долгая какая-то ситуация уже, из-за которой вы нервничаете и стрессуете. Вполне возможно, могут быть какие-то на работе мелкие хищения, могут быть какие-то предательства или могут быть какие-то, могут быть даже на этой почве выяснения, скажем, отношений вот на работе. И вы из-за этого немножечко нервничаете, скажем так. Так, в финансах. А вот в финансах, наоборот, все хорошо. У вас все стабильно, хорошо, прекрасно. Вы постоянно получаете доход, вы постоянно... Есть у вас своего рода финансовая подушка. Вполне возможно, у вас могут быть какие-то праздники в этот момент. Либо деньги уходить на праздники, либо какие-то встречи с родственниками, либо, может быть, дни рождения, кстати. Ну и хорошее настроение. Ну, если это даже, допустим, могут быть какие-то траты, то это такие, знаете, приятные траты. Также это вот, если вы на что-то потратили, то это было вам приятно или это было вам необходимо. Но при этом, при всем, вы получаете деньги. То есть вы их потратили и тут же и получили.
Также это может говорить о каком-то, может быть, окончании какого-то проекта, и вы за это получили деньги, или окончании какого-то какой-то работы, вы за это получили деньги. То есть, да, были какие-то вложения, но вы их и получили обратно, эти деньги. Также здесь еще карта может говорить о том, что деньги могут тратиться на учебу, либо вы посредством, может, вы учитель, может, вы преподаете, и вы получаете деньги за это. То есть есть такие вот моменты тоже в плане финансов. Ну, в принципе, карта хорошая и стабильная. Так, в плане отношений. В плане отношений... Но эта карта об отношениях на данный момент не говорит. То есть вы вполне возможно, если кто в ссоре, вы ожидаете, скажем так, ожидаете весточки от своего партнера. Вполне возможно, если вы одиноки, то вы в ожидании тоже такого вот чуда. Хотели бы уже, допустим, встретить того человека единственного, с кем бы могли связать судьбу. Но это все в перспективе. На этой неделе, в принципе, о знакомстве карта не говорит. Для тех, кто замужем, женат, то эта карта говорит о том, что не стоит зацикливаться на каких-то мелочах, не стоит портить друг другу настроение. В принципе, лучше сходить куда-то вместе в какие-то общественные места и поднять себе настроение. Да даже друг другу, допустим, подарить своей жене букет цветов. Вы уже помиритесь, допустим, если вы в ссоре. Если карта говорит о том, что нужно поднимать друг другу настроение, и для тех, кто в ссоре, то, наверное, дайте о себе знать. В принципе, вполне возможно, ждут вашего какого-то первого звонка, первого шага от вас. Ну и также говорит карта о каких-то недомолвках, каких-то, знаете, будто мы вот друг в друге немножко разочаровались. Карта говорит о том, что не стоит этого делать, все наладится, и будут и примирения, и вы посмотрите на ситуацию совсем по-другому, с другой стороны. Так, какие для вас подсказки? Корни этой ситуации в эмоциональном разладе с кем-то из членов вашей семьи. Мы поможем вам разобраться в проблеме и исправить положение. В мыслях и в сердце окружите себя, того человека и сложившиеся обстоятельства успокаивающим голубым светом и ангелами. Извлеките из этой ситуации необходимые уроки и позвольте себе обрести внутренний покой. То есть карта говорит о том, что нужно посмотреть на ситуацию немножко с другой стороны. Вполне возможно, не все так плохо, как вам казалось бы. Также карта говорит о праздниках, о днях рождениях, о том, что нужно побольше проводить времени вместе, радоваться жизни. Карта семья, и в любой ситуации вас всегда поддержит семья. Вот такой вот расклад для вас, дорогие весы. На этом заканчиваю свое видео. Всем пока-пока. Счастья всем, удачи. До новых видео.